Сколько лет ходу нет, в чем секрет? Может, я невезучий? Не знаю. Как бродяга гуляю по маю, и прохода мне нет от примет. Может быть, наложили запрет, я на каждом шагу спотыкаюсь. Видно, сколько шагов, столько бед. Вот узнаю, в чем дело, покаюсь. Я несла свою беду. Исполняет Наталья Яклашкина. Я несла свою беду по весеннему по льду. Надломился лед, душа оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, да за острые края задержалась, за острые края задержалась. И беда с того вот дня ищет по свету меня. Ходят слухи вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, стоит голая ветла, да еще перебилась перепелками, да еще перебила с перепелками. Кто из них сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались, и отчасть сам не свой, он отправился за мной, а за ним беда с молвой увязались, а за ним беда с молвой увязались. Настиг, меня догнал, обнял, на руки поднял. Рядом с ним в седле беда ухмылялась, но остаться он не мог. Был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась. А беда на вечный срок задержалась. Высоцкий выходил на сцену, говорил и пел в то время, когда в дефиците были правда, открытость, искренность. Все его творчество есть борьба, преодоление трудностей, препятствий. Баллада о борьбе исполняет Андрей Макаров.
Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и троллизмы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие бой, тайну слова, приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладонью у мертвых разжать и оружие принять из надруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это смерти откал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не ступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Не деля людей на больших и маленьких, важных и неважных, героев для своих песен Высоцкий находил среди самых обычных людей. Ярко, добро, образно писал он для нас и о нас. Она была в Париже. Для вас поет заслуженный артист Чувашской республики Константин Москалев. Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу, наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний, я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной, ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто рядом с нею был. Но что ей до того? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари, на совести, на страх. Но что ей до того?
Она уже в Варшаве, мы с нею говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как и есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да, я попал в просак, да, я попал в беду. Кто раньше с нею был, кто будет с нею после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, кто будет с нею после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Спасибо. Я вижу, в нашем зале сидит много поклонников творчества Владимира Высоцкого. И из зала поступило желание зрителей, чтобы наш оркестр исполнил песню «Баллада о любви». Наталья Морисовна, мы можем исполнить желание зрителя? Ну что, ребята, у нас есть в репертуаре такая песня? У нас есть такая песня. Рискнем. Я знаю, что у нас Володя очень должен эту песню. Ты знаешь эту песню «Баллада о любви»? Да. Он все знает. Исполним. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания, и, думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я живу. То же, что люблю или дышу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже будет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже готовы заплатить. Любой ценой и жизнью вы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную единственную нить, которую между ними протянули. И я поля
и значит, я живу. Москва, Одесса. Исполняет Владимир Ашмарин. В который раз лечу Москва, Одесса, опять не выпускают самолет. Но вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев, и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь я обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане влетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда 3 дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада. Открыли самый дальний закуток, открыли все, но мне туда не надо. А туда не принимают, несправедливо грустно мне, ну вот. Нас на посадку скучно стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний закуток, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, а стюардесса мисс Одесса, надежная, как весь гражданский флот. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Взлетим мы, распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, а вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Опять дают задержку до 8, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. На лавочке во дворе, на кухне у друзей юности оттачивал свой поэтический дар Владимир Высоцкий. И, возможно, поэтому яркие картинки простой жизни так здорово удавались поэту и сразу же уходили в народ. Ну а сейчас утреннюю гимнастику для вас проведут заслуженный артист Чувашии Константин Москалев и лауреат международных конкурсов Владимир Ашмарин. Глубокие, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика.
Если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияния извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изнеможения. Прочь влияния извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в гроб. Укрепить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. Если хилый, сразу в гроб. Укрепить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. Выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих, Первых нет и отстающих. бег на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих, Первых нет и отстающих. бег на месте общепримиряющий. Бег на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих, Первых нет и отстающих. бег на месте общепримиряющий. Делайте по утрам зарядку. После такой энергичной гимнастики можно же, конечно же, прилечь на диван и послушать диалог у телевизора. Исполняет Владимир Ашмарин. Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, до чего, Вань, размалеванный! И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань. На Шурин такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, и вправду, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождешься у меня. А чем болтать, взяла в Зин. В антракт сгоняла в магазин. Что, не пойдешь? Ну я один, подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики. В джерси одет, не вшивьет. На нашей 5-й швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань, в такую дрянь. Мои друзья хоть не в баллоне, зато не тащат из семьи. А гадость пьют из экономии, хоть поутру, да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, да кто вообще глотал бензин? Ты вспомни, Зин. Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики. Нет, я ей-бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань? Ты мне такую же сваргань? Ну что, отстань, опять отстань. Обидно, Вань. Уж ты бы лучше помолчала бы.
накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы, а? Не ты, так я же их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе напяль, позор один. Тебе житья пойдет аршин. Где деньги, Зин? Акробатики, смотри, как вертится нахал. Завцеха наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван. Или кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин. А там друзья, ведь я же, Зин, не пью один. «Поющий нерв эпохи», говорил о Высоцком поэт Евгений Евтушенко. И одной из самых пронзительных в его творчестве он считал песню «Нейтральная полоса». На границе с Турцией или Пакистаном полоса нейтральная справа, где кусты. Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе. Прикатила, говорит: милый, то да сё, надо бы букет цветов подарить невесте. Что за свадьба без цветов? Пьянка, да и все. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. И к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, накатила блажь. И тоже милый, говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А наши пограничники храбрые ребята, трое вызвали сетя, с ними капитан. А разве ж знать они могли про то, что азиаты, а порешили в ту же ночь вдарить по цветам? Ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Пьян от запаха цветов капитан мертвецкий, но ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, рухнув по-турецки и по-русски крикнув капитан. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Он пройтись хотел по ничьей земле. Почему же нельзя? Ведь она же ничья, ведь она нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Он выбрал трудный путь, но прошел его достойно до конца. Судьба и жизнь великого барда – это существование на износ, напряжение всех жил и нервов,
ежедневная битва с самим собой, горький и пронзительный диалог со зрителем. «Еще не вечер» исполняет Андрей Макаров. Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины делами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат. И левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Дали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трепетечи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят глаза, нотли трубы из глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души человечьи! И крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт. И ты попрыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борту в борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза. Чтоб не достаться спрутом или крабом. То с кольтом, то с кинжалом, то в слезах. Мы покидали тонущий корабль. Но нет им не послать его на дно. Ведь океан поможет, давив на плечи. Ведь океан-то с нами заодно. И крикнул капитан: еще не вечер! О Владимире Высоцком такие стихи написал Никита Михалков. Он не допел, не досказал всего, что было пульсом и в душе звучало. И сердце отказало от того, что слишком долго отдыха не знало. Он больше на эстраду не взойдет так просто, и вместе с тем и так достойно. Он умер, да, и все же он поет, и песни не дадут нам жить спокойно. Корабли постоят, поет Владимир Ашмарин. Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь. Владимир Семенович Высоцкий. Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь. Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все,
кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.